В этой связи, если тебя попросить прокомментировать историю, да, которая, по сути, она уже длится много-много месяцев, и я говорю о ситуации, инциденте с политтехнологами, да? Да. И исходя из этой ситуации уже возникают новые ситуации. Да. Из-за того, что одна ситуация не была закрыта вовремя, уже появляются новые неприятные разные вещи. Вот как ты можешь оценить то, что делается со всех сторон? Вот оценку дай. И как это можно закончить, уже поставить точку на этой истории? Я скажу, что это допущение нашими силовиками. Вот, например, сейчас ты будешь идти по городу, будет валяться телефон, ты его возьмешь, положишь в карман, ты же его нашел. Но заявление, значит, ты его похитил. Ты как докажешь? А тут я заявляю, что я забрал у тебя телефон, я забрал у тебя то и пугал тебя пистолетом. Но момент в другом. Мы говорим, они негодяи, они вмешивались в выборы. Чем они вмешивались? Всегда политтехнологов, их, в этом мировая практика, их нанимали, если позволяло. Я даже когда открывал свою общественную организацию, чтобы в рамках закона быть, я привез из Москвы юристов, они изучили, мы сели, я понял, что у нас юридические партии в Абхазии не существует, потому что это общественные организации, которые переросли, но не соблюдают те нормы, которые должны быть. Но на это все наплевали глаза, потому что это не суть важно. Главное перед выборами съезд провести. Но мы имеем инцидент избиения. Есть факт. Никто его не отрицает. За патриотизм, за родину, лозунг любой включи, я не спорю, я солидарен, да, там, я был бы, может, тоже бил бы, да, но момент в другом. Ну, не первый раз у нас кто-то кого-то бил. Другой, смотри, момент другой есть. А степень тяжести побоев. Смотри, момент в чем есть? Есть то, что это вышло в публичную сферу и ждут реакции. Мы эту реакцию не дали. Мы ее попытались спустить на нет. Граждане России приезжают, пишут заявления. Как думаешь, там спустят на нет, когда есть видеофакты, есть то... Видеофактов мы не видели. Как они их допрашивают, снимают, рассказывают, мы вот телефон забрали. Избиение. Подожди, избиение, есть побои. Человека, он написал, он пошел побои снял. Ну, понятно. Но с этим же должны работать наши. Наши все долго телились, еще и на них возбудили уголовные дела там, или административные, не суть важно. Но момент в другом. Вот если бы это происходило в России, вот мы едем, почему, переезжая границу, пристегиваемся? Потому что говорим, что тут закон. Аж почему дома этого не делаем? Это безопасность, это не закон. Но момент в том, что понимая, что мы не правы, но за счет того, что это было политически, прикройте нас. Вспоминаем президента, которого ругаем, там, что где-то несправедливо, еще что-то, но потом говорим, он и паханул. Так не получается. Ну, смотри. Момент, давай просто, знаешь как, не пытаться искать, вот по закону, как это. Вот абсура и маншалазер вы адахцут. А закон игрой. Смотри, я, может быть... С телефона угар это что? Уголовный кодекс я хорошо, может, и не знаю. Но телефон мой ты заберешь, это что? Смотри, это мое имущество. Я у тебя украл. Как минимум кража. Да. А побои – это значит разбой, это не кража. В этот момент можем просто юриста позвать, пусть юрист объясняет, не я экономист. Я тебе говорю. Но по моему мышлению это преступление.